Продавала туры на курорты, а деньги оставляла себе. Сегодня в Уфе начали судить турагентов, в деле которых насчитывается более 20 эпизодов, и все они связаны с сорванными отпусками. Десятки клиентов хотели купить путевки по выгодной цене и попадались на удочку злоумышленницы. Причем узнавали об этом чуть ли не перед вылетом. Таким образом, фигурантке удалось обмануть туристов на 3 миллиона рублей. Мой коллега Тимур Давлетов следит за этой историей с самого его начала. Подробности в его репортаже. Все эти люди в зале Калининского районного суда Уфы обманутые путешественники. Еще год назад они приобретали путевки у турагента Ангелины Бахмутовой, которая, по версии следствия, охотно брала деньги, но вот жаркие страны так и не отправила. Полностью оплатили. И где-то в июле, в августе я узнаю информацию, что вот начались такие мошеннические действия. В зале суда друзья, знакомые, бывшие клиенты и даже одногруппники просили подсудимую возместить им все до копейки, а Фемиду наказать по всей строгости закона. Да, я бы хотела наказания, безусловно, хотела бы возврата денежных средств. Тут все, конечно, когда в судебном заседании озвучивали о том, что хотим возврата денег и наказания, у меня даже больше желания наказания, чем возврата денег. Ровно потому, что человек еще в диалоге со мной постоянно на протяжении такого большого промежутка времени вешал лапшу. Эти кадры мы показывали в октябре 2024 года. Тогда люди только узнали, что всех их обманули. Они создали чат пострадавших и написали заявление в полицию. У всех примерно одинаковые истории. Отдавали деньги и ждали ваучеры, но их так и не прислали. Бахмутова клиентам говорила, что произошел форс-мажор. То в самолете мест не хватило, то в гостинице, то подвели зубагенты. Должны были поехать в солнечный Дербент. Это самый старинный город России, чтобы купаться в море, наслаждаться видами гор и вообще просто наслаждаться гостеприимством Дагестана. А по итогу мы никуда не полетели, поехали в Чешмы собирать ягоды. Чтобы уберечь себя от ареста, турагент Бахмутова придумывала новую схему. Она стала брать деньги с одних туристов и отдавать другим. Суммы возвратов были небольшими, от 10 до 50 тысяч рублей. Я извинялась перед пострадавшими, а то, что вы сняли так и обманули, вот это очень некрасиво. То есть я некрасиво поступаю? Вы некрасиво. Я перед всеми извинилась. В материалах уголовного дела 21 эпизод. Сумма ущерба составляет более 3 миллионов рублей. Подсудимая признала свою вину, частично возместила потерпевшим ущерб. Обвиняемая признала свою вину, возместила потерпевшим более 700 тысяч рублей. В обеспечительных целях на ее квартиру наложен арест. На сегодняшнем заседании государственным обвинителем оглашено обвинительное заключение, допрошенная часть пострадавших. Несмотря на тяжесть преступления, турагенту долгое время удавалось оставаться на свободе. Теперь ей грозит до 10 лет лишения свободы. Мне же остается добавить, что заседание отложили на 18 июня, чтобы все пострадавшие от рук туроператора дали свои показания. Фемида, в свою очередь, посоветовала подсудимой до этого времени погасить свои задолженности, ведь от этого будет зависеть то, насколько суровым будет приговор. Тимур Давлетов, Виктор Миренков, новости, Уфа.